В рамках диалога Индия-Центральная Азия в городе Самарканде министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухридин встретился с главами МИД Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Как сообщает Департамент информации МИД Республики Таджикистан, в ходе встречи с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым была выражена благодарность узбекской стороне за содействие в организации первого диалога Индия-Центральная Азия, отметив значительные достижения в укреплении и развитии двусторонних отношений между Таджикистаном и Узбекистаном. В 2018 году стороны подчеркнули, что будут вести постоянную работу для реализации достигнутых во время государственных визитов глав двух государств договоренностей. Практическую реализацию первой фазы проекта по реконструкции Нурекской гидроэлектростанции в Таджикистане планируют начать в третьей декаде марта текущего года. По данным профильных ведомств, реализацией проекта займется группа компаний «Амдриц», которая летом прошлого года выиграла соответствующий тендер. В соответствии с проектом реабилитации Нурекской гидроэлектростанции вместо старых гидроагрегатов будут установлены новые турбины. Будут также заменены автотрансформаторы, используемые для регулирования напряжения вырабатываемой электроэнергии и другие элементы энергосистемы. По данным источника, согласно разработанному технико-экономическому обоснованию проекта, на полную модернизацию Нурекской гидроэлектростанции потребуется $700 миллионов. Информационное агентство «Авеста». 4 звуковых выпуска в день. И все это для тебя. 77 иностранцев были прооперированы в Национальном научном центре по трансплантации человеческих органов и тканей в Таджикистане со времени его создания. Как сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения и социальной защиты населения, в 2018 году в указанном центре на предмет пересадки почек были прооперированы 104 пациента и еще 10 пациентов пересадили ткани печени. Отмечается, что для уменьшения количества граждан страны, выезжающих за рубеж в медицинских целях, на базе Национального научного центра по трансплантации человеческих органов и тканей работает отделение по трансплантации костного мозга. Операции по трансплантации органов проведены 77 иностранцам, в том числе 27 гражданам Азербайджана, 21 кыргызстанцу, 16 гражданам Израиля и гражданам других стран. 42 представителя таджикского спорта удостоены спортивных званий за услуги в спорте в 2018 году, сообщает пресс-центр Национального олимпийского комитета Таджикистана. Тэквондистке ИТФ Софии Исмаиловой присвоено звание мастера спорта международного класса. 4 спортсменов – Баракатулло Икромзода, Аджам Нуриддинов, Мухаммаджон Холиков и Фарух Шоев получили звание кандидата и мастера спорта. Бахудур Каримов и Абдуллон Наботов стали заслуженными тренерами Республики Таджикистан. И еще 35 спортсменов удостоены спортивных званий. Информацией сыт не будешь. Будешь информирован, если даже не сыт. Информационное агентство «Авеста». Фильм таджикского режиссера Фирдавса Ниёзова «Бархур» получил награду Международного фестиваля короткометражных фильмов в Китае, как сообщает посольство Таджикистана в КНР. 11-13 января 2019 года в городе Вэйфан, провинции Шаньдунь, Китая, состоялся Международный фестиваль короткометражных фильмов. По данным источника, на фестивале были предоставлены более 2900 фильмов, среди которых 100 фильмов относились к творчеству зарубежных режиссеров. Также в рамках фестиваля состоялся форум режиссеров короткометражных фильмов, на котором был проведен обмен мнениями по актуальным вопросам развития отрасли и дальнейшего